Общий праздник 9 мая готовится встретить и в странах СНГ. О недопустимости попыток переписать историю говорили сегодня в Кремле. В эти минуты идет встреча участников стран Евразес. Все подробности мы надеемся узнать у нашего корреспондента Александры Черепниной. Александра, вам слово. Здравствуйте. Ну вот сейчас в Кремле идет встреча лидеров стран-участников Евразийского экономического союза. Началась она совсем недавно, и можно сказать, что это событие вполне можно назвать историческим, поскольку это первая полноформатная встреча такого рода. Напомню, сам союз, он функционирует с 1 января этого года, и в его состав, помимо России, вошли Белоруссия, Казахстан, Армения. Вот сейчас вступает Киргизия. Соответствующие документы должны быть подписаны как раз в ходе сегодняшнего заседания. И таким образом на пространстве СНГ будет сформирован крупнейший общий рынок, который станет мощным центром экономического развития. И вот сейчас лидеры как раз должны обсудить конкретные меры, вот что нужно сделать для того, чтобы улучшить в регионе деловой климат и стимулировать экономический рост. Евразийская интеграция доказывает свою эффективность. Взаимный товарооборот государств-участников вырос почти на 20 миллиардов долларов. Улучшилась инфраструктура торговли, возросла доля товаров с высокой добавленной стоимостью и сократилась доля сырья. Причем сократилась значительно с 40 до 28,9%. На 2015-2016 годы в рамках Евразийского союза согласованы общие макроэкономические ориентиры роста. Запланирован комплекс мер по стимулированию хозяйственного развития, углублению сотрудничества в реальном секторе и улучшению делового климата. Предлагаем подумать над возможностью более тесного взаимодействия в сфере монетарной политики. Убежден, действуя слаженно, центробанки наших стран могли бы эффективнее противостоять негативному влиянию резких колебаний курсов валют. Вообще у глав государств сегодня очень плотный график. Ну вот у российского президента день начался со встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. И на поздний вечер запланирована еще одна двусторонняя встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И сейчас срочные сообщения поступают из Кремля, где проходит совещание стран-участниц Евразийского экономического союза. Только что страны-участницы ЕС приняли решение о присоединении к союзу Киргизии. И еще одно срочное сообщение. Иран, Азербайджан, Индия и Монголия также рассматривают возможность сотрудничества с ЕАЭС.